С нами на связи Рубен Маграбян. Это вице-председатель партии «За республику», политический эксперт. Здравствуйте и спасибо, что присоединились. Приветствую вас. Приветствую Украину. Слава Украине. Спасибо за приглашение. Героям слава. Спасибо огромное, Рубен. Очень рады вам в эфире Freedom. Ну что ж, давайте, понятное дело, сегодня мы уважаем полностью выбор армян, мы уважаем избирательный процесс, поэтому без никакой там условно рекламы политической и так далее нет. Исключительно про варианты, Рубен, давайте поговорим. Ни для кого не секрет, что Российская Федерация, она долгое время имела влияние экономическое, политическое на страны Южного Кавказа в том числе. Но сейчас мы не можем говорить о том, что Армения уже выбрала проевропейский курс. Это лишь теория, как сказал сам господин Пашинян. Но давайте с вами проанализируем разные варианты того или иного направления. Первое. Путин угрожал, так знаете, аккуратно угрожал, что, мол, если Армения выберет проевропейский курс, с этого и начинался кризис на Украине, сказал Путин. Это прямая цитата. Звучит как угроза в силу того, что видим, что Путин сейчас творит против Украины. Скажите, в случае, если Армения выберет проевропейский курс, плюсы, минусы, подводные камни. Ваш анализ, пожалуйста. Ну, да, сегодня действительно экзамен для армянской государственности как таковой. И этот экзамен мы сдаем, ну, в общем-то, в экстремальных условиях. Россия нам объявила гибридную войну и задействовала все ее компоненты. Да, Путин угрожал, и угрожал как аккуратно, так и неаккуратно. Ответ Николы Пашиняна, который вы процитировали, это ответ не политического эксперта, а политика, который несет ответственность за весь процесс и вообще за положение дел в стране. Поэтому это нужно воспринимать серьезно, но не нужно воспринимать дословно, скажем так. Потому что Россия нам не оставляет выбора, потому что Россия считает себя вправе указывать нам, как следовать в нашем историческом пути. И Россия считает себя участником этих выборов. Такое впечатление, что народ должен выбирать еще и Путина. И Путин проводит свою рекламную кампанию в Армении, что представляется противоестественным. Этот процесс, как историки говорят, исторически детерминированный, и хотел бы Путин или бы не хотел, это мало будет влиять вообще на тот событий. Да, как говорится, глаз народа, глаз Божий. Народ Армении определился со своими приоритетами. Абсолютно очевидно, что предпочтение гражданина Армении, оно проевропейское, потому что это имеет глубокие исторические корни, культурные корни, и плюс уже нынешняя политическая конъюнктура, которая сложилась в международных отношениях в силу известных всем нам причин. Я уверен, что Армения этот экзамен сдаст, и сдаст на отлично. Я в этом просто не сомневаюсь. И будем двигаться дальше. Рубен, сегодня в нашем эфире включался к нам наш корреспондент, который сейчас работает в Ереване, как раз на избирательных площадках. Да. И Никита, наш корреспондент, обратил внимание на то, что даже присутствие там российских журналистов, так называемых пропагандистов по факту, они сразу пытаются спровоцировать непосредственно Пашиняна, спровоцировать на притеснение русскоязычных, притеснение россиян. Мы это все слышали в 2014 году в Украине. Можно ли говорить о том, что вот уже видно, что дана российским журналистам, пропагандистам команда максимально политизировать вопросы, внутренние вопросы Армении?
Я не про проблемы говорю. Говорю просто внутренние вопросы, знаете, такие острые. В Украине это был тогда вопрос языка, который постоянно Российская Федерация пыталась из него сделать какую-то проблему, несуществующую на самом деле. Да, безусловно, понятие российский журналист и провокатор из России – это синонимы, и мы все это знаем, и мы это знаем как в Украине, так и знаем в Армении. Но у России меньше зацепок за это, и им остается всего лишь уповать на действия правоохранительных органов Армении, направленных на поддержание правопорядка. Понятно, что силы, которые являются клиентами Путина, уже вот десятки случаев и предвыборных взяток, принуждения и так далее. Понятно, что это будет пресечено. И российские журналисты пытаются играть на этом. Вопрос языка не работает, потому что Армения армяноязычная страна, хотя все знают по-русски, и я в том числе. И как бы и придраться не к чему. Русский язык не имеет статуса в Армении, не будет иметь. Это абсолютно очевидно. В Армении один государственный язык. Ну и что еще? Российское военное присутствие. А зачем оно нам? Да, мы будем ставить этот вопрос. И вопрос интеграции Армении с Европейским Союзом. А с чем еще интегрироваться? Потому что на политической карте мира, на промежутке между Арменией и Южной Кореей есть только одна демократическая страна, такой со своей специфической демократической системой, это Индия, и больше нет демократии. И остается Армения только на Запад. Как бы там не выражали претензии в этих северных широтах. Вот из этого мы и будем исходить. Понятно, что Россия сейчас, Армению никогда и не считала как государство, такое вот временно потерянная территория. И вот сегодняшний день Путин усматривает как возможность, чтобы эту потерю вернуть. Но если не вернуть, так хотя бы подложить мину в виде того, вот, чтобы захватить оппозицию, иметь свою долю в политических решениях. Но мне кажется, что это агония российского присутствия. Армения закрывает последнюю страницу такой условно российской главы нашей истории. Сегодня мы открываем новую чистую страницу и будем дальше писать нашу историю. Нашими действиями, нашими помыслами, и да поможет нам Бог. Рубен, огромное спасибо за то, что нашли время присоединиться к эфиру. Всегда радуем об эфире Freedom. Рубен Мергобян, вице-председатель партии «За республику», политический эксперт, с нами был на прямой связи.